1 августа средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,45 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,25-64 до 10,26 сомони, 1 евро от 10,45-74 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1640 до 0,1665 сомони. Мировые цены на нефть утром первого дня августа снижаются более чем на 1%. Инвесторы вновь не уверены в перспективах спроса на сырье после выхода китайской макростатистики. Также ожидание заседания ОПЕК+. Нефть марки Brent дошли до уровня $102.92 за баррель, марки ВТИ до $97.31 за баррель. Стоимость золота утром первого дня августа несколько корректируется после заметного удорожания прошлой недели, составляет $1776 за тройскую унцию. В Таджикистане уже длительное время сохраняется аномально жаркая погода, которая в буквальном смысле уничтожает прямо на корню труд фермеров. Уже более недели температура воздуха в тени нередко превышает 45 градусов по Цельсию даже в северных регионах страны. Последствия столь жаркой погоды ощущают на себе все сельхозпроизводители. Об этом пишет East Fruit, аналитическое издание, пишущее о рынке овощей, фруктов, ягод и орехов Восточной Европы и Центральной Азии. Овощеводы и садоводы говорят о солнечных ожогах на плодах, резком ухудшении качества продукции, отсутствии роста и даже полной потери урожая, несмотря на все их усилия. Даже помидоры, которые любят жаркую погоду, буквально высыхают на полях, поэтому за последнюю неделю их предложение резко снизилось, а цены удвоились. Сейчас дешевле, чем 5 сомоней, помидоры уже не купишь, а за крупные качественные томаты продавцы просят 7 сомоней за килограмм оптом. Неделей же ранее цены на помидоры составляла 3 сомоней за килограмм, говорит Бахтиер Абдувахид, международный консультант продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Он также отмечает, что в этот период года цены на помидоры в Таджикистане, как правило, уже достигают минимальных уровней и начинается сезон закруток, консервация овощей на зиму. Многие городские жители в это время закупают большие объемы помидоров по низким ценам на оптовых и оптово-розничных рынках. И хотя банки и крышки для них продаются очень активно, но сырье для закатки по таким ценам далеко не все смогут приобрести. Учитывая же безвозвратность потерь фермеров на полях, дешевых помидоров в этом сезоне может уже не появиться, а значит, потребителям придется приобретать более дорогие продукты питания, и их расходы на продукты в зимний период могут существенно вырасти. Специалисты Всемирного банка исследовали последствия российско-украинского военного конфликта на предприятиях 3 стран Центральной Азии – это Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В опубликованном исследовании «Пульс бизнеса» говорится, что 65 предприятий в этих 3 странах с началом конфликта на Украине сталкиваются с растущими производственными издержками. Доля таких предприятий в Таджикистане составляла 53%, в Узбекистане 56%, в Кыргызстане 87%. Более высокий уровень издержки в Кыргызстане авторы исследования объясняют тем, что кыргызские предприятия закупают больше продукции и материалов из России. Отметим, что Кыргызстан в 2015 году находится с Россией в одном таможенном пространстве в рамках Евразийского экономического союза. Таджикистан и Узбекистан не являются членами этого союза. В целом, 43% опрошенных предприятий сообщило о сокращении импорта из России и Украины или полном прекращении закупок из этих стран, подчеркивается в публикации. Кроме того, специалисты Всемирного банка отмечают, что из-за растущих производственных издержек предприятия повышают цены на продукцию или вынуждены справляться со снижением прибыльности. Между тем отмечается, что около четверти опрошенных предприятий в этих 3 странах Центральной Азии сталкиваются с растущими финансовыми трудностями, что может быть связано со снижением прибыльности и осложнением доступа к новому кредитному финансированию. Необходимость корректировки кредитов наиболее остро ощущается предприятиями Кыргызстана – 32% опрошенных предприятий. В Таджикистане доля таких предприятий составила 24%, а в Узбекистане – 17%.
800%. В целом, авторы исследования резюмируют, что предприятия указанных стран испытывают давление из-за роста производственных издержек и сужения доступа к кредитованию. В результате, вероятно, пострадают производительность и конкурентоспособность этих предприятий, что приведет к закрытию бизнеса, потере рабочих мест и замедлению экономического роста, заключают они. Таджикистан стал вторым среди самых востребованных стран для путешествия у россиян летом 2022 года. На это указывают данные аналитического сервиса поездок и путешествий tutu.ru. Доля пассажиров, которые приобрели билеты по этому направлению, составила около 17,7%. Средняя стоимость билета в республику достигла 10 100 рублей, что на 49% ниже, чем в 2021 году. Таджикистан – одна из стран путешествия, в котором не прибавляют в цене. Наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья – Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь, подчеркнули в tutu.ru. Как видно из списка, первое место среди самых востребованных авианаправлений у россиян этим летом занял Кыргызстан. Однако по сравнению с 2021 годом цена билетов в страну повысилась на 21% и составила около 10,5 тысяч рублей. В десятку популярных авианаправлений также вошли Грузия, Израиль и Турция. Билеты в эти страны также подорожали.